Самое главное, что произошло для нас, это то, что мы объединились. Мы уже сейчас не каждый сам за себя. Мы, понимаете, мы организация. Урал, Поволжье, Москва, Петербург. По всей России сегодня утром перевозчики вышли на маршрут протеста. Целый год водители большегрузов вынуждены платить 1 рубль 53 копейки за каждый километр проезда по федеральным трассам. И еще транспортный налог, напоминают дальнобойщики Кирова. И это не все. В итоге и тут нас опять это самое обманули. Еще акциз, и акциз накрутили. То, что с апреля месяца акциз опять поднялся. Так что сколько с нас можно шкуры-то драть? В Оренбурге власти акцию разрешили. Водители, говорят, на митинг пришли не только как дальнобойщики, но и как потребители. Они предупреждают, из-за платных дорог цены в магазинах уже в 2017-м могут вырасти на 20%. При этом люди не понимают, куда ушли миллиарды рублей, собранные с начала года. А деньги, те, которые уже на сегодняшний момент собраны, как заявляет Минтранс, и кричат, что сделано много километров дорог. Ну, наши люди ездят везде, нигде дороги практически не делаются. Там заявляли даже, если, насколько вы помните, вот далеко ходить не будем, рядом у нас здесь, да, Уфа, сделали какой-то мост. Его строили 5 лет и закончили в оконцовке, да, причем здесь Платон. В Петербурге митинг с властями не согласовали. В последний момент дальнобойщикам прислали запрет на проведение акции. Еще раньше водителей на место приехали полицейские и ОМОН, но с шоферами они решили не спорить. Даже флаги и транспаранты разрешили. Самое основное требование – это отмена Платона, конечно же. Она так как была, так и осталась самое актуальное требование. Вот. Добавилось еще много чего, антиконституционные законы введенные. Нам запрещают даже вплоть до того делать автопробеги. Это уже вводится на законном основании. То, что противоречит Конституции, даже 31 статье Конституции. В Петербурге дальнобойщики колонной проехали больше 10 километров, но не стали митинговать у дверей скандального офиса Платона. Хотя именно местные предприниматели были одними из самых активных участников протестного движения. В разное время в течение года организовывали так называемые улитки. Тягачи занимали все полосы и двигались с минимальной скоростью. Сегодня ничего подобного делать не стали. В офисе Платона ничто не напоминает о годовщине протеста. В компании «Платон» о протесте дальнобойщиков знают, но, похоже, всероссийскую акцию всерьез не воспринимают. Так, в северо-западном управлении считают, что, например, в Петербурге недовольных всего несколько десятков человек. Свою работу без скромности здесь оценивают на 5 с плюсом. Говорят, за пользование дорогами на северо-западе платят 95% большегрузов. На юге страны показатели еще выше. А всего с водителей собрали уже 16,5 миллиардов рублей. Как итог, якобы отремонтировали 1000 километров дорог и построили или реконструировали 31 мост. В будущем обещают собирать еще больше денег. До конца года планируют довести цифру до 20 миллиардов. По всей стране будет развернуто свыше 480 рамок стационарного контроля, продолжит работу маршрутные, системы мобильного контроля. Я думаю, что собираемость, безусловно, вырастет. Сборы, конечно, вырастут. В правительстве уже предложили повысить плату с 1,5 до 3 рублей за километр. Но это не выход, считает президент Ассоциации Грузавтотранс Владимир Мотягин. Он, с одной стороны, за Платон. Система помогла вывести на чистую воду тех, кто раньше не платил налоги и держал свой бизнес в тени. С другой стороны, такие коммерсанты снова придумали, как не платить за проезд по федеральным трассам. В итоге страдают добросовестные перевозчики. Мотягин настаивает, надо не тариф повышать, а собираемость. В том году было где-то в начале года, точнее в конце года, в начале этого года был зарегистрирован в системе Платон там порядка 350 тысяч автомобилей. Собираемость 40 миллионов в день была. На сегодняшний момент зарегистрирован в системе 760 тысяч автомобилей. Собираемость 50 миллионов. То есть в 2 с чем-то раза было увеличено общий объем транспорта, а собираемость всего повысилась там на 20-25%. Кроме того, четверть большегрузов вообще до сих пор не зарегистрированы в системе Платон. И среди таких есть те, кто принципиально не будут устанавливать транспондер или платить по маршрутным картам. Ответственность не пугает. А где у вас Платон? У меня его нет и никогда не будет. Мы как бы против этого. Мы не будем его устанавливать.
куда эти деньги уходят и как в частные руки, так. За этот год власти планируют собрать с дальнобойщиков 20 миллиардов рублей. Больше половины из них уйдет Игорю Ротенбергу, сыну бывшего спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо Аркадия Ротенберга. Именно Ротенберг-младший владеет оператором системы «Платон» компании РТ Инвест транспортные системы, которая ежегодно по договору получает от государства за свои услуги более 10 миллиардов. А с учетом потерь бюджета от вынужденной отмены транспортного налога для больших грузов выгода государства от «Платона» еще меньше – порядка 4 миллиардов. Дальнейшее повышение тарифов – единственная возможность сделать систему «Платон» прибыльной. Так что дальнобойщикам еще придется вспомнить о митингах и улитках. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время.